История нашей государственности несколько тысяч лет. И в те моменты истории, когда мы утрачивали государственность, это история борьбы за государственность. И если открыть многотысячелетнюю историю, должен сказать, что история нашего государства в разы больше, чем почти у всех европейских стран. То есть у народа крепко завязалось там в голове понимание, что они живут в собственном государстве, и всегда так было. Заметьте, как только они утрачивали, в промежутке всегда борьба, война и всегда исключительно за независимость. То есть никто, мне кажется, здравомыслящий, проживающий в Абхазии, особенно этнические абхазы, в голове себе такое представить даже не могут. Абсолютно уверен, в день начала войны, в первый день войны, 14 августа, что все, кто добровольно взял оружие в руки и пошел туда, ни у кого не было мысли просто выжить. Что все совершенно точно знали, что мы должны обязательно победить, у нас должно быть собственное государство. Мне было тогда 13-14 лет, это 30 лет назад, но тем не менее я прекрасно помню, что никто даже в голове своей не держал мысль о том, что мы можем проиграть или не иметь государства, или мы должны договориться с ними. Я себе не представляю такого рода ситуации и в целом думаю, что люди, которые смогли бы вслух озвучить такого рода идеи политики, абсолютно убежден, что здесь не то что значительная масса, а почти весь народ будет против них. Очень быстро вопрос решится. Я совершенно уверен, что никто из нынешних политиков, они и сами понимают, что это очень плачевно для политической карьеры, никто это вслух не озвучит. Понимаю, что могут быть какое-то давление со стороны других игроков, но должен вам сказать, что в 2008 году, когда решился вопрос, это я вам уже говорю, это как человек, который знает этих людей лично, Сергея Васильевича Бедного нет, к сожалению, но в первый момент, когда привезли делегацию абхазскую в Москву, не стоял вопрос о государственности. Тогда стоял вопрос, Россия предлагала вопрос конфедерацию с Грузией. То есть кнутом и пряником. Они в этот момент с ними воевали и готовы были для того, чтобы Грузия развернулась в сторону России, дать конфедеративные отношения с нами. И не поверите, 3-5 дней они шкуру с них практически сняли, с наших политиков во главе с Сергеем Васильевичем, с вопросом, заставляя их подписывать, какого рода давление там происходило. Вот участники событий могли бы рассказать. В данном случае Сергей Миронович пока он есть, и многие пока живы, они вам могут рассказать. Наши политики тогдашние во главе с Сергеем Васильевичем даже как форму обсуждения не приняли. Мы лучше погибнем, никакого конфедеративного договора, только вопрос. Если признаете, признавайте. Не признаете, выдержали вот это сумасшедшее давление. И только благодаря этому у нас есть сегодня признанное государство. Государство у нас было и до того, но вопрос признания целиком был завязан на воле и на выдержке вот этих людей, которые выдержали давление. Конечно, в международной политике существуют вопросы и давления существенного со стороны больших игроков. И, конечно, Россия хоть и наш ближайший друг, конечно, у них есть объем своих собственных интересов, которые мы не можем не учитывать. Но это не значит, что они нам, предположим, неприятели. Другой вопрос, что мы должны их убеждать, что и для них форма нашей государственности большая гарантия, чем форма конфедеративных отношений с Грузией. То есть глубоко и четко настаивать на этой позиции, вот как Сергей Васильевич со своей командой в 2008 году, должны нынешние политики. Я не думаю, что это может вообще являться предметом обсуждения. В данном случае это наши опасения, но я из уст трезвомыслящих политиков в этой стране еще ни разу не слышал, что кто-то мог бы выйти и предложить это как форму обсуждения внутри государства. Конечно, у нас есть свои у всех опасения, соответственно, то, что мы сейчас делаем, да, озвучивая мнение, то, что Анзорова сейчас делает, озвучивая мнение политиков и известных людей, это дорогого стоит, потому что люди должны понимать, и наши оппоненты должны понимать на грузинской стороне, что мы всегда готовы к переговорам с ними, всегда готовы к компромиссам, но исключительно в форме двух независимых государств. Я всегда был за то, чтобы мы проводили прямые переговоры с Грузией. Я всегда был за то, что считал, что мы должны были на протяжении 30 лет, как Владислав Григорьевич
летать в Тбилиси официально, иметь там представителей и убеждать власти Грузии, что самая выгодная для них позиция – это добрососедские отношения и форма двух независимых государств. И мы от этого пути не должны отходить, я в этом абсолютно не сомневаюсь. Еще хотел бы один аспект заметить. Ради формы государственности, которую мы сегодня имеем, погибло огромное количество людей. В каждой семье есть пострадавшие, погибшие. В моей семье погиб 18-летний брат мой двоюродный, который без вести пропал по взятию города. Я думаю, что эти люди погибали не за то, чтобы быть в составе конфедеративных отношений, в составе Грузии там, или какой-то другой страны. Это вопрос, за который, я не знаю, я не образно говорю, кровь пролили, мы детей отдали, сыновей отдали, похоронили, чтобы жить свободной страной. У нас огромное количество проблем, но я иногда говорю, мы живем в одной из лучших стран на планете. Мы сами не замечаем. Форма демократии, которая существует в нашей стране, не существует нигде в мире. Мы самая демократичная, мы даже перебарщиваем со своей демократией. Но мы живем в таких условиях, в которых люди могли бы нам позавидовать. Не только по поводу демократии, по поводу природных условий, по поводу хоть до цены, от цен на электричество, заканчивая формой, где, я не знаю, у нас огромное количество плюсов разных. Я не хочу жить ни в какой другой стране, ни в какой другой форме. То, что я абсолютно уверен, что те проблемы, которые у нас существуют, они решаемы, они налаживаемы. И далек от мысли, что мы не двигаемся. Может, мы движемся не с теми темпами, которые бы мы сами хотели. Но я не хочу налаживать бытовую жизнь путем утраты государственности, утраты вот этой демократичности, утраты свободы внутри этой страны. Я думаю, это не только я, это абсолютно убежден подавляющее количество жителей Абхазии и особенно этнические абхазы, которые за это в большей степени, я не говорю, что другие национальности не понесли вред, конечно, понесли потери все национальности, и армяне, проживающие здесь, и русские, но большая нагрузка всегда лежала на абхазском этносе, как на государствообразующем народе, и объем исторической ответственности, он тоже больше на нас. Если завтра государство абхазского не будет существовать, мы будем последние люди, которые его окончательно утратили. И вина будет тоже лежать на нас за окончательную утрату государственности. Абсолютно в этом убежден. И я не вижу даже темы для разговора, для споров даже темы не вижу. А давление политическое, возможно. Но всегда надо знать какие-то, как сказать правильно, как это линия принципиальности, ниже которой вы не должны опускаться. Какие-то вещи, которые абсолютно принципиальны, и вы вот, не подлежат торгу или размену. Мне кажется, пока у абхазских политиков, у всех вот это понимание пока есть. Не знаю ни одного политика, который бы вышел с открытым лицом и сказал: да, господа, давайте поменяем форму свободного государства на что-то другое. Пока таких не знаю. Посмотрим. Не уверен, что такие вот появятся в ближайшее время. Алмаз, каким бы ты хотел видеть Абхазию, будущее Абхазии, в твоем понимании, каким оно должно быть? Господа, тяжело сказать, каким оно может быть. Тяжело. Наши фантазии о том, как могло бы быть, они могут кардинально отличаться от действительности. Другой вопрос. Я, будучи депутатом 2 созывов, окунулся в государственную проблематику и в возможности тоже. Но я думаю, что из того объема возможностей, который у нас сегодня есть, мы вполне способны построить достаточно эффективное, развивающее государство. Я экономист по образованию, должен сказать, что на создание вот такого хорошего, удачного государства нам и ресурсов нужно меньше, в силу того, что у нас население меньше, территории меньше, и нам триллиардные ресурсы не нужны. Соответственно, мы можем добиваться эффективности за счет меньших усилий, меньших затрат. И я полностью убежден, что в какой-то момент, а я это связываю со следующими поколениями политиков, очевидно, вопрос эффективности, он за счет вот этих малых ресурсов, он будет решен.
Я себе представляю, причем это можно сделать в достаточно короткие сроки, да, в разрезе временных там за 5, за 10 лет можно существенной эффективности добиться. В том числе я иногда привожу пример, в таких огромных странах, как Россия, любое законодательство, которое будет принято, реакция от законодательства, она может быть длинная, а тут мы прямо на месте можем видеть. Как-то. Я уверен, что мы можем в достаточно короткие сроки построить очень эффективное, очень удачное государство.